Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың ұлы тұлғасы Мұстафа Шоқайға байланысты болады. Қазіргі ватниктердің төбе шашы тік тұратын тұлға бұл Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқайға Қызылорда облысында, Шиелі қаласында кезінде ескерткіш қойылған болатын. Ол ескерткіштің авторы Дәркембай Шоқпарұлы болған. Сол Қазақстанда Мұстафа Шоқайға ескерткіш қойылып, Мұстафа Шоқайдың есімі Қазақстанда аталған сайын ватниктар неше түрлі мақалалар жазып газеттерге. Пособник фашистов, пособник Гитлера деген сияқты, прихвостень Гитлера деген сияқты неше түрлі мақалалар жазған болатын. Соған байланысты өз ойымды айта кетейін. Меломан деген дүкендерде мындай керемет кітап шыққан болатын. Бұл кітаптың шығуына себепкер болған біздің саясаткер Досым Сәтбаев. Бұл кітап Түркістан под властью Советов деп аталады, орысша жазылған. Кітапта баспагердің айтуы бойынша бұл кітап СССР кезінде, Совет үкіметінің бар кезінде бұл кітапқа тыйым салынған болатын. Ее автором является известный казахский общественный деятель Мұстафа Шоқай, который долгое время был активным критиком советской власти, в том числе ее деятельности в Туркестане. Эта книга была издана на русском языке в Париже в 1935 году. Первый вариант книги вышел в свет на французском языке в 1928 году. Демек, Мұстафа Шоқай бұл кітапты Францияда 1928 жылы алғаш рет шығарған екен. Бұл кітап қолымызға енді тиіп жатыр ғой. Мен бұл кітапты қателеспесем осыдан 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын сатып алған болатын. Енді бұл кітапта жазылған, өзім түртіп алдым, жазылған кейбір мағлұматтармен сіздермен бөлісемін. Первая часть предлагаемой книжки вышла в свет еще в 1928 году на французском языке под названием «Les Soviets in Asie Centrale» и с предисловием ныне уже покойного Пьера Ренаделя, памяти которого автор считает долгом возобновить свою искреннюю благодарность. Кітапта мынандай мағлұматтар бар. Несмотря на просьбы и протесты казахов, их выгоняют с насиженных мест с богатым сенокосом, хорошей водой и лесом и устраивают их в колхозы без воды, без леса и с негодной для пахоты землей. Смотреть «Казахстанская правда» от 23 октября 1933 года. Демек, қазақтарды жайлы жерлерден қуып шығып, орманы жоқ, суы жоқ, сондай жайсыз жерлерге қоныстырған екен. Сол жерлерде колхоздар ашып, қазақтың көрмеген күні жоқ. Мына кітапты оқып отырсаңыздар. Міне, специалисты казахи намеренно не допускаются к работам, над ними издеваются и так далее. Казахстанская правда от 21 февраля 1935 года. Караганда из каменно-угольного гиганта в глазах туркестанцев превращается, как и трест, таджик золота и многие другие, в очаг национального издевательства. Опасения советского центра, как бы лучшие земли не были закреплены за наличным, то есть казахским населением. В Киргизии всего 3 педагогических техникума. В техникуме гор Каракола, бывший Прижевальск, слушатели 55 вместо планового задания в 105. Из них киргизов всего 9, русских 35. В техникумах Фрунзе, бывший Пишпек, Джалалабада всего 172 учащихся, из них киргиз 50. На 2 первых курсах преподавания ведется частью на киргизском, частью на русском языках. На 3-м курсе по программе
последнем все предметы обязательно на русском языке. И вполне естественно, что учащиеся киргизы отсеиваются, дит. 11 педагогов, и все они оказались русскими, дит. Те десятки и сотни тысяч, которыми насчитывают пролетариат основных национальностей Туркестана, по-прежнему состоят в значительной степени из чернорабочих, рабочих, сезонных, пастухов, кучеров, домашних, прислуг и так далее. Имея 7 миллионов 120 тысяч голов скота, тому, кто не знает прошлого казахского животноводческого хозяйства, цифра эта, пожалуй, может показаться и внушительной. Не уходя далеко в дореволюционную эпоху, я ограничусь только данными о казахском скотоводстве за 1927 год. После всех катастроф, беспрерывно продолжавшихся с 1916 по 1923 год, на территории, тяготеющей к линии Турксиба, имелось 28 миллионов 883 тысячи 480 голов скота. Из этого количества 63% приходится на долю казахского и 14% на долю киргизского населения. На этой же территории численность населения равнялась в 1926 году 5 миллионов 540 тысяч 700 душ. Из них казахского населения 49% и киргизского населения 9,4%. Цифры эти сообщены Тураром Рыскуловым в статье «Туркестано-Сибирская ЖД». И если бы нам нужно было для укрепления его даже ограбить окраины, то мы пошли бы и на это, деда. Свидетельства о том, что сотни и сотни тысяч туркестанцев пали жертвой режима, вымерли. Доказательство, что местная администрация в громадном большинстве заполнена русскими и в очень ничтожном проценте туземцами. Свидетельство, что в известном смысле правит страной невежество и так называемый марксистский ленинизм является только фасадом, фарсом. Как большинство большевистских утверждений, что под ширмой аграрной революции производится коллективная и принудительная эксплуатация культуры, в которой метрополия нуждается для обмена и вывоза и внутреннего потребления. Все это основано на большевистских текстах. Деп Пьер Ренадель алғы сөзін жазған екен бұл кітаптың. Какая же это была власть в мусульманской стране без мусульман, бит? Приходит красноармеец и отбирает лошадь без всякой оплаты, и бедняк с семьей остается голодный на произвол судьбы под предлогом, что будут обирать баев богатых, обобрали всех. Все 84-тысячное население города Намангана. Конфисковали весь наманганский товар, до замков включительно. Таболин на заседании Туркестанского Центрального исполнительного комитета заявил прямо, что киргизы и казахи, как экономически слабые с точки зрения марксистов, все равно должны будут вымереть. Количество умерших от голода мусульман, говорит Рыскулов, страница 77, исчисляется в огромных размерах, но цифр он не приводит. Советские источники 19 года назвали кошмарную цифру в 1 миллион 114 тысяч.